Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Уже второй раз Якутск собирает представителей органов власти, крупнейшие компании и экспертов, участников федерального форума лидеров цифровой экономики «Цифровой алмаз». В рамках форума проводится семинар «Эффективное использование нематериальных активов» о подписании соглашения между правительством республики и Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности. Мы поговорим. Гостья у нас в студии Ирина Яковлева, заместитель председателя общественной государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности». Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова цель подписания соглашения между правительством республики и Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности? Мы в курсе, что республика уже не, скажем так, является лидером по развитию креативных индустрий за 2022 год и лидером Дальнего Востока по IT-разработкам. И совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма республики, а также Ассоциацией предпринимателей республики «Сделано в Якутии», мы прорабатывали соглашение, которое позволит реализовывать цели указа создания нашей организации, о которых заявлял президент. Это совершенствование регулирования оборота прав и поможет реализовать концепцию развития креативных индустрий, которая является общефедеральной концепцией, и необходимо ее реализовать в определенные сроки. Соответственно, учитывая тот факт, что на территории республики работает большое количество авторов, правообладателей, креаторов различных отраслей, очень важно уметь защищать и капитализировать, монетизировать результаты интеллектуальной деятельности. В связи с этим соглашение поможет двигаться совместно в этом направлении и развивать различные сервисы цифровые на территории республики и помогать также образовательными программами для креаторов, чтобы они могли более активно защищать свои наработки, свои произведения и не бояться впоследствии уже выводить их в производственную часть, чтобы избегать копирования и, собственно говоря, нелегального использования их трудов. Это очень важно для авторов. Ну вот в рамках форума «Цифровой алмаз» пройдет семинар «Эффективное использование нематериальных активов». Для кого будет интересен этот семинар? Семинар мы предполагаем, мы нацеливали изначально этот семинар для представителей креативных индустрий, для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Здесь основная задача какая? Дело в том, что многие небольшие компании, а также авторы, они не знают о том, как защищать. Более того, очень часто, когда представители малого и среднего бизнеса, они не видят на поверхности, что у них есть результаты интеллектуальной деятельности. То есть, например, они что-то сделали, они не считают возможным или необходимым это защищать. Более того, многие из них даже не знают, что то, что они делают, это является уже охраняемым объектом. В связи с чем, что происходит? Когда ты становишься успешным, тебя начинают копировать. Когда тебя начинают копировать, ты начинаешь говорить о том, что это мое. А как ты докажешь, что это твое? Соответственно, дальше начинаются судебные процессы, потери финансов и самая грустная потеря бренда или потеря твоей разработки, твоего авторства в тех или иных произведениях либо продуктах. И очень важно, чтобы предприниматели, авторы, креаторы, у вас очень много различных промыслов, понимали, что, например, что я что-то рисую, делаю руками, придумываю, я обязательно должна обратить внимание на то, что это необходимо оформить соответствующим образом. Через это оформление, соответственно, дальше можно уже заниматься реализацией твоего продукта непосредственно в Якутии, либо уже на территории других областей и, в принципе, в России и за рубежом. Но это при условии, что вы правильно это смогли оформить. Для этого семинар посвящен, чтобы показать, какие объекты интеллектуальной деятельности существуют, как с этим работать, какие есть методики, какие есть сейчас цифровые сервисы, которые помогли бы креаторам, не выходя, в принципе, даже из помещения, абсолютно спокойно защитить свои права. Ну, действительно, все созданное творческим, интеллектуальным трудом, человек имеет не только культурную ценность, но и материальную. Вот как научиться коммерциализировать креатив? Для этого, как я уже сказала, очень важно сначала научиться оформлять то, что у тебя есть. Соответственно, когда ты оформляешь это все правильно, и ты защищаешь свои результаты с правовой точки зрения, дальше ты можешь выводить это в рынок. Сейчас, допустим, в нашей инфраструктуре есть IP-биржи, на которой можно продавать и покупать права на те или иные объекты для того, чтобы дальше использовать это в производстве, либо в своих каких-то творческих начинаниях. Ты можешь это делать уже легально, ты можешь проводить оценку
оценку того, сколько это может стоить. Ты можешь быть частью этого огромного мира интеллектуальной собственности с точки зрения уже человека либо компании, продающей свою наработку. Соответственно, необходимо также понимать, что сейчас очень многие даже страны уходят от ресурсной экономики к экономике знаний, когда интеллектуальная собственность, по сути дела, становится второй нефтью. И считается, что даже где-то в свое время говорили, что это вторая нефть в принципе как определение. Это было очень интересно. Почему? Потому что нефть на самом деле она имеет свой определенный резерв. То есть когда нефтяная вышка разрабатывается, она выкачивается, со временем она консервируется, потому что нефть заканчивается. В то же время интеллектуальная собственность будет жива до тех пор, пока жив человек, потому что он генерирует мысли, идеи, и это нескончаемый резерв, в том числе и мыслей, и творческих идей, и как следствие то, что может приносить креатору определенные финансовые, в том числе, выгоды. Мгм. Вот в республике много талантливых, да, и креативных людей. Какие возможности им откроет создаваемый региональный депозитарий авторских прав? Это очень важная, амбициозная задача, особенно если учитывать то количество креаторов, как я сказала, которые есть в республике. И, конечно же, если на уровне республики появится такой депозитарий, тут вопрос, как технологически это будет решаться, то это позволит вашим местным авторам, правообладателям защищать свои наработки, и тем самым вот ваш вот это якутский, сделано в Якутии, да, это будет тем самым локальным брендом, который дальше можно продвигать в России и по всему миру. Здесь важно еще сказать о том, что в принципе, сама по себе защита прав авторов имеет глобальное значение, в принципе, в мире, не только на территории отдельной республики. И наша инфраструктура, она уже располагает определенными технологическими ресурсами, на базе которых можно этот депозитарий местно создавать. И мы со своей стороны готовы абсолютно содействовать и помогать локальному бизнесу этот депозитарий создать. Собственно говоря, наше соглашение в том числе подразумевает и эту совместную работу, чтобы обеспечить всеми необходимыми цифровыми инструментами защиты и управления интеллектуальными правами. Мгм. А есть ли, может быть, какие-то либо прогнозы по созданию этого депозитария, сколько времени это может занять? В принципе, инфраструктура технологическая готова уже. Вопрос исключительно сейчас понимания объема, который требуется для республики. Также необходимо выявить, на какой площадке это создавать. И мы сейчас видим эту площадку как ассоциация предпринимателей, сделана в Якутии. Мы считаем, что это более релевантная, скажем так, структура, которая может под свой зонтик затащить, в хорошем смысле слова, наибольшее количество творцов, авторов, производителей республики и тем самым дать им тот самый доступ к инфраструктуре, которая уже есть. Ну, действительно, Ассоциация предпринимателей, да, Республики сделана в Якутии, является брендом Якутии и инициатором проведения семинаров. Как эффективное использование нематериальных активов может им помочь в борьбе с копированием товаров и услуг, ну и в повышении доходной части? Копирование – это же, в принципе, воровство, правильно? И, соответственно, с воровством нужно бороться всеми возможными легальными способами. Да? Поэтому для того, чтобы провести качественный судебный процесс в случае, если обнаружили, что вас копируют, либо вообще выявить то, что вас копируют, опять же, мы возвращаемся к самому исходному моему тезису, что важно научиться выявлять и оформлять. Через оформление вы защищаете. Сейчас, в силу того, что на нашей инфраструктуре работает часть узлов, которая является сервисами цифровыми, обслуживающими рынок интеллектуальной собственности с точки зрения того, как можно технологически быстро в цифровой среде оформить права автора, не выходя, я говорю еще раз, из помещения, неважно, в какой точке мира вы находитесь. И, соответственно, если у вас будет достаточное количество доказательств, у вас будет ваш результат интеллектуальной деятельности оформлен, приобретет какую-то, скажем так, правовую защиту, то в этом случае, видя, что вас копируя, или выявляя с помощью, опять же, цифровых технологий, что вас где-то воруют, а это можно делать мониторинг, и выявлять уже с точки зрения мониторинговых различных сервисных функций, что вас воруют. Здесь, там, это и кинопроизводство, с этим страдает часто и музыкальный сектор, и соответственно, дизайнеры, многие представители креативных индустрий. И сейчас, как я сказала уже ранее, есть сервисы, позволяющие мониторить определенное пространство цифровое, в том числе на предмет того, где вас копируют.
И обладая, опять же, определенным набором документов, доказательств о том, что этот продукт принадлежит вам, вы можете очень спокойно с этим бороться всеми возможными доступными способами, блокируя определенные каналы, и судебный способ защиты использовать. И есть еще внесудебные также инструменты работы с этим, которые в любом случае подразумевают, что первоначально вы должны доказать, что это принадлежит вам. Без этого просто вот невозможно сдвинуться с места будет. Иначе будут потери, потери, потери. А творцы, насколько мы знаем, так как это люди творческие, они не всегда озадачиваются вопросами там, бумажного оформления, там, любого иного оформления, потому что ну, вот я автор. Как, знаете, у Матроскина, да, ваши документы, какие документы? Лап и хвост. Вот так у нас иногда у творцов лап и хвост, наше все, вот это я. А мы-то все понимаем, что, может быть, это придумали вы, а доказать все равно придется уже непосредственно через документы, к сожалению, пока от этого мир не ушел. И наша инфраструктура, как раз-таки работающая на технологии блокчейн, позволяет фиксировать все эти права. И технология, самое важное в этой технологии, многие сразу ассоциируются, у многих ассоциаций с криптовалютой, какие-то махинации, комбинации, но здесь технология блокчейн с точки зрения реестров прекрасна тем, что невозможно манипулировать данными задним числом. То есть если один раз информация о том, что я автор такого-то, такого-то объекта, с описанием этого объекта попадает в сеть, то есть вот в реестр реестров наш огромный, то вы уже навеки вечно остаетесь там, это отфиксировано. И любой суд это примет в качестве цифровых доказательств или обстоятельств по делу, и вы уже имеете определенный уровень защиты по сравнению с теми, кто не использует эти инструменты защиты. Более того, в мире уже в основном креативное сообщество, конечно же, работает с помощью цифровых технологий, пытаясь защищать и монетизировать результаты своей интеллектуальной деятельности. Ну, если говорить в целом, да, как вы оцениваете роль интеллектуальной собственности вот, в целом в экономике? Я считаю, что это огромное перспективное направление. Здесь и инновационная тоже есть составляющая, и креативная индустрии в этом секторе экономики работают. И, конечно же, я считаю, что за этим, в принципе, вообще будущее, потому что, как я сказала ранее, это как новая нефть. То есть это то, что заменит ресурсные истории, которые имеют конечную, как бы, свой лимит. Здесь это бесконечность, которая нужно просто правильно капитализировать это все уметь. Опять же, если мы сейчас возьмем сектор программного обеспечения IT, да, то иногда стоимость вот этих всех разработок в государстве составляет очень большой объем в экономике. Просто очень важно уметь с этим работать и обращать на это внимание. Ну, как мы сейчас все видим, даже исходя из того, сейчас проходит форум «Цифровой алмаз», да, внимание к технологической части, к IT-разработкам. Опять же, как я сказала, что Якутия на Дальнем Востоке номер один по IT. Это говорит о взрывном развитии данного сектора, независимо от того, где ты территориально находишься. Если раньше больше это аккумулировалось в центре, чуть что сразу центр, там Москва, Санкт-Петербург, еще что. Сейчас мы берем Дальний Восток, Якутия, и у вас есть и единороги даже, компании, которые вышли из Якутии, что не может не радовать вообще. И, соответственно, если смотреть их оборот, то, насколько они капитализируются, то там в некоторых ситуациях даже можно сказать, что в будущем и нефть будет нервно курить в стороне, если так можно выразиться. Поэтому это огромный пласт, который впоследствии станет, наверное, даже основным в экономике. В моем понимании. Что ж, Ирина Юрьевна, действительно, дело полезное, дело хорошее. Интеллектуальную собственность нужно правильно регистрировать, да, сохранить ее и не позволять похищать такие данные, созданные именно креативным умом. Да. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Будем рады вас видеть у нас в студии снова. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.